Британская Independent, в свою очередь, опубликовала статью с говорящим названием, которая прямо транслирует отношение европейцев к переговорам по Украине. Статья называется «Пока продолжаются мирные переговоры по Украине, только Владимир Путин имеет все преимущества». Автор статьи в Independent Марк Алмонд пытается продвинуть идею о том, что якобы за переговорами в Эр-Рияде скрываются тайные договоренности по Украине. Также в этой статье прошелся по некоторым американским чиновникам высшего разряда, давая понять, что они часто проявляют неосведомленность и невежество в вопросах, которыми напрямую занимаются, дескать, не понимают и не знают они реалий украинских, и, соответственно, заниматься этими переговорами не могут. Досталось спецпосланнику Трампа на переговорах по Украине Уиткофу. Невнимательное отношение Уиткофа к событиям на Украине обусловлено тем, что его интересует только заключение сделки, а не изучение российско-украинского конфликта, пишет британский автор Independent. Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркнул, что тема украинского конфликта в переговорах Москвы и Вашингтона очень сложная. По его словам, они требуют много дополнительных усилий. Напомним, что ранее Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России. По его словам, это произойдет в случае, если Москва не пойдет на урегулирование украинского конфликта. Кроме того, американский лидер пригрозил запретом импортерам российского топлива на введение бизнеса США. Кандидат политических наук Павел Фельдман тем временем выразил мнение, что заявление Трампа о возможных новых санкциях в отношении России связаны с его разочарованием в невозможности быстрого урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что американский президент также хочет опровергнуть обвинения в тесном сотрудничестве с Москвой. Подробнее тему мы обсудили с политологом Николаем Трапш. Предлагаем вам интервью с ним. Приветствуем вас, Николай, в очередной раз в студии Абхазского телевидения. Скажите, пожалуйста, вот наша тема все равно, мы крутимся, уже много раз обсуждали этот вопрос с разными экспертами, с вами тоже. Все-таки это один из главных вопросов, которые часто сейчас во всех СМИ обсуждается. Это главный вопрос геополитики. Что происходит? Близки ли переговоры, вот, получается, России и Украины, или переговоры по Украине? Было уже 2 встречи в Эр-Рияде. Как вы оцениваете сейчас ситуацию? На каком этапе все это находится, на ваш взгляд? Добрый день. На самом деле оценить точно эту ситуацию по силам только тем, кто непосредственно вовлечен в процесс, потому что то озвученное, что становится достоянием общественности по результатам переговоров, это даже не вершина айсберга, это так, кусочек снега с этой вершины. На самом деле очень сложно спрогнозировать итог переговоров, причем быстрый итог, с учетом того, что отношения фактически не поддерживались в течение нескольких лет. То есть здесь независимо от участников процесса, как бы критически важно вообще вернуться к какому-то формату диалога. Но это вот как при первом практически свидании, то есть надо наладить сначала коммуникацию, как бы выяснить, что и как будет интересно и каким образом будет продуктивно общаться, а только после этого ожидать какого-то результата. То есть здесь идет пока такой очень сложный процесс притирки тех, кто давно не коммуницировал на высоком уровне. Это момент первый. Момент второй. Понятно, что переговоры проистекают из обещания Трампа о том, что он урегулирует украинский кризис с пользой для Соединенных Штатов, урегулирует быстро. То есть ему нужно показывать, что он выполняет в том числе и эти свои предвыборные обещания. Понятно, что значительной части американцев это не очень интересно, но сам факт выполнения – это критически важный момент, который тоже должен иметь значение обязательно. Что касается содержательной стороны, понятно, что это очень долгоиграющий процесс. Почему он долгоиграющий? Потому что у сторон нет каких-то абсолютно сходящихся решений по украинской проблематике.
То есть есть свои позиции, от которых не отступит Российская Федерация, есть то, чем на сегодняшний день не готовы поступиться Соединенные Штаты. Соответственно, прежде чем здесь будет достигнут какой-то компромисс, это должно буквально по каждому пункту пройти длительное не только обсуждение, но и согласование с самыми разными политическими игроками, многие из которых вообще находятся за кадром. И здесь я не о Зеленском и не о Европейском Союзе и не о Китае, здесь о тех группах влияния, которые есть и в Москве, и в Вашингтоне, и которые оказывают непосредственное воздействие на процесс принятия решений. И третий момент, ключевой здесь, это то, что важен на текущем этапе сам процесс. Потому что процесс включает много составляющих, обсуждаются самые разные вопросы, а в данном случае Украина и урегулирование являются фоном. То есть фон важен, фон должен быть красивым, но многие моменты должны быть решены тоже сейчас. Это вопросы, связанные с интересами и американского бизнеса, и с экономическими интересами Российской Федерации. То есть во многих смыслах эти вопросы даже более, наверное, первостепенны, чем урегулирование. Потому что обе стороны, в отличие от массы журналистов или лидеров общественного мнения, или вообще обывателей, понимают, что быстрого решения здесь не будет. Ни за 50 дней, ни за 100 дней. То есть здесь ключевой момент — это понимание того, что это процесс длительный. Поэтому идет и давление, все инструменты переговоров, они задействуются. Поэтому опять возникают санкции, поэтому недвусмысленно намекают, что все зависит от тех результатов, которые по факту есть на фронтах специальной военной операции здесь и сейчас. То есть это такая серьезная, большая, дипломатическая игра, о реальном содержании которой мы имеем достаточно смутное представление. А что вы скажете насчет мнения о том, что говорят о том, что скажем, в любом случае, что бы ни происходило, и как бы длительно это ни происходило бы во времени, мы наблюдаем некий процесс, по крайней мере, переговоров, сближения. Было 2 встречи в Эр-Рияде, имеется в виду российской и американской сторон. Также отдельные есть переговоры американцев и представителей Украины. То есть процесс все-таки идет, но есть мнение о том, что все это, условно говоря, сближение на фоне того, чтобы Китай не наращивал здесь свое влияние. То есть это, можно очень грубо сказать, дружба против Китая. Многие пишут об этом. Как вы думаете, это насколько все оправдано? С точки зрения американской геополитики, самый прекрасный расклад — это столкнуть Россию с Китаем и уже потом восстановить свою мировую гегемонию на руинах этого конфликта. Но в данной конкретной ситуации очень маловероятно, что такая цель даже в каких-то нюансах и деталях достижима. Поэтому я думаю, что если ее и держат в подсознании, по крайней мере, представители американской политической элиты, уж здесь-то на быстрый результат они точно не рассчитывают. В то же самое время, российская элита, и те, кто участвует в переговорном процессе, они прекрасно понимают, что всякие объятия, условно говоря, Соединенными Штатами чреваты тем, что в этих объятиях можно задохнуться. Поэтому здесь есть ощущение того, что, по крайней мере, Российская Федерация, я думаю, Соединенные Штаты тоже, относятся очень с большой осторожностью ко всему тому, что происходит, и стараются не дать своим оппонентам по переговорному процесу использовать это в каких-то своих долгоиграющих интересах. Потому что цена любой ошибки, допущенной здесь, в большом долгоиграющем процессе, будет очень велика. Поэтому здесь очень важно понимать, что сближение — это не более чем договоренность таких больших, длительных стратегических противников. Они ими и останутся. И будут оставаться до тех пор, пока у них сохраняется
стремление к ощущению себя сильной, могущественной, влиятельной державой. То есть пока это будет, мы будем противниками. Да, для этого не обязательно вести холодную, горячую или прокси-войну, но друзьями как бы те, кто претендует на роль единого плана, быть не могут по определению. Еще другая тематика, которая часто всплывает, очень часто заинтересованность серьезную Трампа, скажем, в этих переговорах и попытки его дипломатически, очень часто сводит именно к теме доступа к украинским ресурсам, земельным в том числе, там, редкоземельным металлам и прочим. Как вам кажется, то есть очень часто говорят о том, что вот в первую очередь он бизнесмен, известный бизнесмен, и его интересует ресурсная сторона вопроса. Вот как вы это оцениваете? Трамп действительно известный бизнесмен, в том числе и очень интересными моделями ведения предпринимательской деятельности. У него там было, по-моему, 20 с лишним банкротств разных его проектов, но из всех этих банкротств он умудрился извлечь предпринимательскую выгоду. То есть это очень опытный игрок, который везде найдет свой результат. Другой вопрос в том, сколько заложено во всех этих переговорах вокруг украинских ресурсов и их эксплуатации Соединенными Штатами, пиар-составляющей, и сколько заложено реальной составляющей. Понятно, что никаких редкоземельных элементов в том объеме, который там пропагандирует Зеленский или упоминает Трамп, естественно, нет у Украины в доступе, и это как бы абсурдное решение. Те проекты договоров, которые представляются общественности, они фактически говорят о том, что Соединенные Штаты готовы установить контроль за украинскими ресурсами в целом, в том числе и как бы не за тем, что добывается в качестве полезных ископаемых, а за тем, что, собственно, и производится на Украине или там в рамках торговых трейдов эксплуатируется через украинские черноморские порты. В данном случае, да, Трамп хочет, пользуясь сложившейся ситуацией, получить существенную как бы выгоду для Соединенных Штатов, то есть в какой-то степени их ресурсные затраты компенсировать. И это как бы в случае удачи, это для него индульгенция по поводу самих переговоров с Россией или возможных уступок России. То есть американский истеблишмент и американское общество легко простит ему, допустим, то, что он отдаст украинские территории России, если сами Соединенные Штаты получат существенную экономическую выгоду. Это понимают прекрасно и в Киеве, это понимают прекрасно и в Европейском Союзе, поэтому и ведется такая вот закулисная большая игра вокруг этих договоров. То есть понятно, что это очень интересное бизнес-решение, оно перспективное для Соединенных Штатов, но здесь результата нужно еще добиться. Николай, большое спасибо, что нашли время, как всегда, ответить на наши вопросы. Благодарны вам.